Мне не нравится играть в КВН. Проваливай со сцены, вали отсюда. Это было на ТНТ. Всем привет! Это наша новая программа, где я буду приглашать разных интересных личностей нашего города и не только. И буду брать у них интервью, состоящее из 10 вопросов, на которые они должны ответить. Сегодня у меня в гостях КВНщик, стендапер и просто хороший человек Максим Юцефа. Всем привет. Привет. На какую камеру мы работаем, ребят? А на эту. Все замечательно. Привет. И сегодня мы зададим ему несколько интересных вопросов. Ну что, начнем? Что за интонация? Ладно, давай, поехали. Первый вопрос, Максим. Как давно ты играешь в КВН и что или кто побудил тебя этим заняться? Так, играю я в КВН с 9 класса. 8 лет, ну типа 8 лет, можно посчитать, сколько мне в принципе лет. И кто меня побудил, я сам с Алекминска, я увидел, как играет, в общем, толстый парень был у нас в городе, это мой родственник какой-то там, и он играл на сцене, и над ним все смеялись. Я тоже такой, я хочу быть как он, типа, ну в смысле не толстым, типа, а также выступать на сцене и быть смешным, типа. И как-то так получилось, что сначала я зашел к ним в команду, учился, а потом мы вообще играли вместе, и как бы сейчас примерно даже, может, на одном, может, больше уровней. Прикольно. Вот так это все вышло. Круто. А как относятся окружающие, когда ты говоришь, что ты КВНщик? Сейчас КВНщик — это вообще моветон. Ну, то есть, когда ты говоришь, что ты КВНщик, это, ну, значит, ты лентяй, типа, это как фриланс. Зачем это нужно, для чего, не знаю. К КВНщику хорошее отношение было, наверное, не знаю, в начале 2000-х. Сейчас это такое уже, ну, типа, КВНчик, безработный. Но хотя сейчас многие КВНчики становятся депутатами. Знаете, да, в мэрии много есть. Они не последние люди в политике. Скажи, пожалуйста, какая твоя лучшая игра и лучшая команда? Лучшая игра по настроению, лучшая игра по баллам, по достижению. По достижению, да. А, по достижению, типа, по уровню? Да. По уровню. Лучшая игра. Я не могу так сказать, ну, то есть я скажу, какая игра мне больше всего понравилась. У нас была такая команда, как сборная Алекминска. Мы собрались друзьями, просто друзьями. Ну, то есть мы играли в какое-то количество времени в КВН, в разных командах, а потом мы собрались, типа, а давайте сыграем на фестивале, и мы заняли гран-при. Это было кайфово, потому что мы просто с друзьями все. Ну, то есть мы как-то за одну ночь все написали. Это была твоя первая игра? Нет, это была моя не первая игра. Но это просто лучшая, ты же спросил лучшую? Да. Это лучшая игра была, которая Хорошо. По ощущениям. А каким образом ты придумываешь саму шутку? Обычно это какие-то подмечалово, наверное, из жизни. Игра слов, каламбуры, парадоксы. Парадокс самое прикольное. Ну, то есть парадокс, что тебя выбивает просто из обычного, из твоего кадра обычного выбивает тебя. И из-за этого получается шутка. А в стендапе есть целая книга, как писать шутки, называется «Библия юмора». Ее написала Джуди Картер. А вот у КВН такого нет. А нравятся ли тебе шутки, которые ты придумываешь? Есть конвейер, когда ты думаешь шутки, типа, и это просто шутки. Ты знаешь, это будет смешно, но, типа, тебе, ну, просто, это такая же шутка, как и которую ты придумал там месяц назад, допустим. А есть шутки, которые такие, о, да, прикольно, типа, это можно как бы и в аналы истории засунуть, типа, прикольная шутка, типа, классная шутка. Самая большая сцена или аудитория, перед которой ты выступал? Самая большая аудитория, перед которой я выступал? На Дне первокурсника мы выступали перед стадионом. И как по ощущениям? На самом деле, ну, мы выступали на открытом воздухе. На открытом воздухе так себе выступать. Ну, то есть лучше в помещении. В помещении, концертное помещение, которое предназначено для концертов. Там есть мониторы, там есть свет, там есть звук. Там тебе не нужно кричать в микрофон, тебе не нужно там отвечать на выкрики из какого-то зала. Ну, и это про КВН, типа. А в стендап, наверное, у нас... Стендап не такой большой же, как КВН по аудитории. Типа, мы выступали, ну, может, человек 150, наверное. Это очень хорошо. Если у тебя 150 человек собралось на выступление, которое билет стоит, типа, рублей 500, это довольно-таки неплохо. Хорошо. А платят ли за это? За то, что ты играешь? Что, в КВН? Да. Нет. За то, что мы играем в КВН, вот почему говорят, что КВНщики, зачем вы это делаете, потому что вам за это не платят. То есть это, грубо говоря, ты работаешь на свое имя.
на свое имя. Но я сейчас зарабатываю посредством КВН, я готовлю детские команды КВН. И, типа, это моя работа, мне за нее платят деньги. Такое возможно. Зарабатывать на юморе можно. Немного, но можно. Прорекламируй, пожалуйста, команды, над которыми ты работаешь. Я работаю с 3 командами. У меня есть команда из детского подросткового центра «Рваные джинсы». Есть команда из 24-й школы, это «Царство вечного абсурда». И есть еще команда кадетов. Скажи, пожалуйста, каждый ли может стать КВНщиком? Да, абсолютно каждый, кто вот стоит за камерами, тут много камер, короче, они все могут стать КВНщиками. Ну, в силу возраста кто-то не может, конечно, наверное, но хотя тоже можно попробовать. Плавать не каждый может научиться. Допустим, стрелять тоже не каждый может научиться. Там, я не знаю, быстро бегать не каждый может научиться. А быть смешным легко, это несложно. Типа, просто нужно уметь смеяться над собой. Это самое главное в КВН. Типа, уметь, ну, вообще в юморе. Если у тебя нет самоиронии, ты вообще никто. Ну, типа, потому что одна шутка в тебя, и все, ты, чё ты надо мной шутишь, типа. То есть, если ты умеешь шутить над другими, ты должен уметь смеяться над собой. А сейчас немного философский вопрос. Что для тебя КВН? КВН, короче, как движение, оно прикольное, как движение. Как игра уже, конечно, она немножко уступает актуальности, потому что есть YouTube, много форматов различных, там, юмористических, хоть что-то найдешь на YouTube, да, можно вообще телевизор не смотреть. Но как движение для школьников, это классно, то есть тебя развивает в разные стороны. Ты как бы там берешь все, то есть ты там и театрал маленько, и поешь там, да, и танцуешь, и как бы на сцене держишься, и ораторское искусство, ну, то есть много всего развивает. Это такой, как сказать-то? Это как Nesquik, типа, в Nesquik же много всего есть, типа, такого, ну, всякие микроэлементы, там, комплевит, короче, типа, понемножку, типа, везде понемножку. Я просто комплевит сегодня закончил пить. Я впервые прошел курс витаминов, никогда этого не было, типа, впервые. Обычно все время там на 5-й день забываешь пить, и все. А так я прошел, все. Я молодец. Крутой, да, не заболею гриппом. Чем ты занимаешься помимо КВН и стендапа? Много чем. Сейчас, допустим, мы купили франшизу квиза, мы будем заниматься квизом. Также я пишу КВН. Ну, КВН же пишу КВН, работаю с организацией, которые, у них там тоже КВН-организации, мы там работаем. Потом, что у нас есть школа КВН СВФУ в университете, я же университетский парень, там тоже есть своя школа КВН. То есть, как бы, занятия есть всегда, вот, как бы отдохнуть, вот это другой вопрос. То есть можно сказать, что ты очень занятый человек. Есть такой, не очень занятой, вот когда ты думаешь постоянно над этой шуткой, ты можешь ничего не делать весь день, но ты как бы, твой мозг занят. Надо-то, чтобы мозг разгрузился. Поэтому я очень люблю летнее время, когда ты ничего не делаешь, ты просто смотришь на природу. Или просто лежишь дома, смотришь YouTube, не знаю. Ну, каждое свое времяпрепровождение. А самая неудачная твоя шутка? Привести пример самой неудачной шутки? Ну, была ли у тебя такая? Всегда в юмористической среде, если у тебя что-то не удалось, ты должен винить зрителя, чтобы, ну, это для себя, типа, чтобы не тешить свое эго, типа. Это во всем, это не я не смешной, это они меня не поняли, типа, или они там. Ну, то есть, и поэтому, но бывают шутки, на которые ты очень сильно ставишь, типа, это точно зайдет, это очень тонко, а люди не понимают, и тебе обидно, как бы, за то, что, не знаю, за то, что шутка не зашла, потому что ты так на нее надеялся, команда на нее надеялась, ты возлагаешь огромные надежды на шутку, типа. А бывают шутки, на которые ты не ставишь вообще, типа, возможно, они, ну, там, какие-то проходные будут, а они прям разрывают, и люди там аплодируют, там, кто-то стоит, и ты сам, почему? Не всегда понятно, как юмор зайдет, то есть вот в этом, не всегда понятно. И было ли у тебя выступление, которое бы ты не хотел вспоминать? Да, было. Вот, я говорил же, что мы с друзьями выступили на фестивале, получили гран-при, прошли в 1/4, и в 1/4 мы написали, мы подумали, что это очень смешно, а это было совсем не смешно. Ну, то есть зал вообще не смеялся. И мы такие... И даже на шутки, которые мы такие, типа, все, это 100% шутка, типа. И бывает, типа, очень уверен ты в шутке. Но как-то, может, перерепетировали, может, перегорели, может, не так сказали, может, не стоит. Ну, то есть, не в то время, не в то место. Юмор же такой, типа, к месту. То есть, я сейчас пошучу, и ты не посмеешься, типа. А, допустим, если бы это было 4 часа утра, допустим, мы сидели бы там где-нибудь на берегу реки, было бы много людей, типа, и я бы сказал эту шутку, это было бы смешно. Ну, то есть, у человека же разное восприятие. И за ним биоритмы есть такие, такое понятие, вот.
Надо попадать в биоритм. КВН это же фэншуй. Свой фэншуй там, своя религия. Хорошо. Вот это было отвратительно, про то выступление. Это было плохо, прям очень плохо. Никогда так плохо не выступал. Я могу про стендап выступление свое плохое сказать, что-то всему про КВН. Давай. Я уже давно КВНом не занимаюсь, я сам не играю в КВН. Мне не нравится играть в КВН. Писать, да, и как школьникам, это круто. Помогать, может быть, потому что я это умею делать. А я занимаюсь стендапом, и у меня было очень плохое выступление в одном из увеселительных заведений. Мы выступали, и просто никто не слушал. Это было плохо. А нам нужно было выступать, потому что нам заплатили, мы выступали, а людям было плевать. Они ели, там что-то делали, и женщина сказала, у меня друг выступал после меня, и она сказала ему: проваливай со сцены, вали отсюда, это было на ТНТ. Я такой, окей. И было очень... Потом мужик на него какой-то пошел. Ой, все, это страшно было. Это представь, как будто ты вот... Идет фильм, короче, и ты вот возле экрана выступаешь в кинотеатре. Вот такое отвратительное чувство. Очень плохо. Все. Итак, это были все вопросы. С нами был Максим Юцефа и я, Валерия. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх и писать в комментариях, кого следующего вы хотите видеть на нашей передаче и какие вопросы хотите им задать. С вами была Лера Ворош. Пока. И они должны будут на них ответить. Я передаю эту эстафету ИП Зырянов. Приходи сюда, братан, я не знаю, кто ты такой, давай сюда. Окей, пока. Точно, надо как в журнале «Максим», чтобы передавали гости эстафету кому-то. Давай передам эстафету просто. Ну, ты только что это сделал. Зырянову, что ли? Он же не услышит меня. И писать в комментариях, кого, да. Это было, да, нормально.